Февзи Алиев всегда в хорошем настроении. У него особенная манера общения, эмоциональная жестикуляция и неизменный атрибут – шляпа. И, конечно же, бесконечная любовь к народной музыке. Его голос и по сей день сохранил свою мощь и притягательную силу. 85 yaşında. А 85 лет у нас никто не пел. Эриджепова умерла 65 лет, Февзи Белялов в 70. Идея Топчев 47. Из тех, кто в 85 выходил на сцену, я единственный. Возможно, и дальше я буду петь. Дело времени. Известный композитор родился 3 ноября 1934 года в Симферополе. Первая встреча с музыкой, как говорит Февзи Ага, была случайной. Услышал звучание гармонии в 6 классе, и с тех пор музыка стала смыслом его жизни. Я хотел купить гармонь, папа мне не помог. Сказал, иди работай в огороде. А мама сказала, вдруг из него выйдет хороший музыкант. И так я собирал хлопок, делал другую работу, и вот собрал 500 рублей и купил гармонь. За полгода Февзи Алиев самостоятельно выучил ноты и научился играть на гармошке. Я учился всему по телевизору, видел, как там держали аккордеон, как играли, какими пальцами перебирали. Они были моими учителями. Многому я научился у инвалидов. Они тоже были моими учителями. Февзи Алиев с отличием окончил Ставропольское музыкальное училище. Первую песню написал в 26 лет, а потом начал заниматься музыкой профессионально. Сегодня в его копилке более 450 музыкальных произведений. Сейчас хочу написать инструментальный вальс, ищу, как правильно подобрать интонацию. Музыку написать — это связано с интонацией. Тем, кто впервые сталкивается с написанием музыки, очень сложно. Главным достижением Февзи Алиев считает свои книги. Особое внимание уделяет антологии крымской народной музыки. В этот труд вошло около 1000 народных музыкальных произведений, которые Февзи Ага собирал в Средней Азии. Также в издание вошли его личные 100 песен. За 18 лет сборник широко используется в музыкальных школах и вузах. На него опираются многие исследователи. По стопам отца пошли сыновья и внуки Февзи Ага Алиева. По возвращению в Крым в 90-х семья Алиевых основала музыкально-инструментальный ансамбль «Дестан». На протяжении десятилетий вместе они исполняют народную и современную крымско-татарскую музыку. Хочу пожелать своему отцу крепкого здоровья, пусть дальше живет и еще пишет песни. Это его призвание, и пусть радует нас, живя на этой земле. В свои 85 Февзи Ага не планирует останавливаться на достигнутом. Обещает и в будущем радовать своим творчеством. Мне исполнилось 85, и я буду думать, что делать дальше. Я ведь музыкант, композитор, певец. Значит, нужно до последнего дыхания работать. Это моя мечта. Февзи Алиев работал и гастролировал вместе с ансамблем песни и танца «Хайтарма». Уважаемый Февзи Ага, ансамбль «Хайтарма» от чистого сердца поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, вдохновения, и мы вас очень любим. Национальный колорит произведений Февзи Алиева – опора на традиции и наследие крымских татар. Я всегда привожу Февзи Ага в пример. Он проделал огромную работу. Его книга «Антология» чего стоит. Когда мы жили в Ташкенте, его грампластинки были в каждом крымско-татарском доме. Их хранили как реликвии. Сегодня, конечно, хочу пожелать ему крепкого здоровья. И пусть продолжает нас всех радовать. Он внес большой вклад в развитие культуры своего народа. Февзи Алиев – лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств Крыма, композитор и заслуженный работник культуры Украины. Февзи Ага, поздравляю вас с 85-летием. Пусть Аллах позволит вам еще долго приносить пользу нашей культуре. Крепкого вам здоровья и сил. Надеюсь, 90-й и 100-й день рождения мы встретим с вами вместе. С днем рождения, Февзи Ага.
К поздравлениям присоединяется и телеканал «Миллет». Желаем ему крепкого здоровья и новых музыкальных шедевров. София Шукурова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».